Аллилуйя! Слава нашему Господу! Приветствую вас, братья и сестры! Этот день сотворил Господь. Аминь! На радость нам и на веселье, чтобы мы смогли сегодня прославить нашего Господа. Он достоин славы. Аминь! Он достоин хвалы. Он достоин поклонения. Вы знаете, мы были обречены на смерть. Но написано, что мы были мертвы по грехам и преступлениям. Но Бог оживотворил нас со Христом и спас нас благодатью. Мы в грехах своих погибали. Бог, Он на протяжении всего существования, когда израильский народ выводил из египетского рабства, давал свои повеления, давал свои законы, видел, что человек своими силами не может исполнить закон, что всякая плоть человеческая, она как трава, всякое сердце человеческое, оно лукаво и крайне испорчено. И что люди, видя закон Божий, они не способны были его исполнить, потому что в человеческой природе плотской нет сил. Нет сил. Каждый человек обречен на смерть. И написано, возмездие за грех смерть. Сами по себе жертвы не могли изменить человека. Люди согрешали, приносили жертвы за свои грехи, но оставались прежними. Они оставались во грехах. Они погибали во грехах. И Бог тогда благоволил к людям в Сыне Иисусе Христе, которого послал в жертву умилостивления за грехи наши. И вы знаете, кто поверит в Иисуса Христа, тот получит прощение грехов. И также благодать, которая научает нас, чтобы мы, отвергнув мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Сегодня есть в крови Иисуса Христа сила для того, чтобы противостоять всякому греху, для того, чтобы жить тебе благочестивой праведной жизнью, для того, чтобы, вы знаете, просто есть сила жить святой жизнью, быть праведными. И это все благодаря той жертве Иисуса Христа, что Бог, Он в сердца наши влаживает свои законы, свои постановления. И мы уже способны исполнить через веру в Иисуса Христа. Бог дает нам эту благодать, Он научает нас, чтобы жить нам по воле Божьей. Вы знаете, это милость, это большая привилегия и честь. И мы должны быть благодарными нашему Господу. Аминь. И давайте сейчас поднимемся на наши ноги и приготовим наши сердца к служению. Будем молиться, чтобы сейчас Бог благословил. Сегодня у нас служение причастия. Мы будем вспоминать о страданиях Иисуса Христа. Это заповедь, которую Он повелел, чтобы мы вспоминали о том, какой подвиг Он имел ради нас. Он отдал свою жизнь. Он в Гефсиманском саду говорил: «Доминует меня чаша сия». Это говорила Его человеческая природа, потому что Он был Бога-человеком. Он в таком же теле, как и мы с вами, жил. И у Него были эмоции, у Него была душа, Ему по-человечески не хотелось. Он, возможно, думал, может, есть какой-то другой путь, как возможно спасти. Но потом Он сказал: «Впрочем, не моя, но Твоя воля да будет». И вы знаете, написано в Евреям, что на подвиг души своей Он будет смотреть с удовольствием. Потому что благодаря этому создалась церковь. Благодаря этому мы с вами сейчас здесь стоим, омытые с Его святой кровью, наполнены Духом Святым. Благодаря этому явилась милость на эту землю. Благодаря этому до сих пор земля наша существует, потому что однажды Иисус Христос принес в себя жертву за грехи всех людей. Аминь. И Бог сказал, что я создам церковь, и врата ада не одолеют. Аминь. И давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа. Сконцентрируй свое внимание сейчас на Иисусе. Ищи Его лица. Мы нуждаемся в Нем. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты однажды, Господи, Ты умер на кресте, воскрес для нашего оправдания. Сегодня через веру в Тебя мы получили спасение, прощение грехов, дар вечной жизни, Господь Божий. Мы благодарны Тебе, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за все то, что Ты даешь нам духовно, Ты даешь нам вечную жизнь, Господь. Ты называешь нас своими детьми. Мы являемся новым творением во Христе Иисусе. Твое семя, оно в нас, Господь. Мы родились от Духа Божьего, от Слова Твоего. Слава Тебе, Господь Божий. Мы имеем Твою кровь, которая омывает нас от всякого греха, Господь Божий. Иисус, Ты часто благоволишь и милуешь нас, и прощаешь за все согрешения. Мы благодарим Тебя, Господь.
Благослови нас, чтобы у нас не было сердца лукавого испорченного, чтобы мы не употребляли Твою благодать повод к угождению плоти, Господь, но чтобы мы искали святости и праведности Твоей, чтобы мы всем сердцем, Господь Божий, смогли быть благодарными Тебе за наше спасение и нашей жизнью смогли прославить Тебя через добрые дела, которые Ты предназначил нам исполнять. Благослови это собрание, наполни Духом Святым, пусть сегодня действует, Господь, Твоя сила на этом месте, исцеление, Господь Божие, откровения пусть придут в наши сердца. Мы нуждаемся в Тебе, мы сокровища доносим в немощных сосудах. И без Твоего Духа Святого мы ничего не можем сделать, мы не можем меняться, мы не можем славить Тебя, мы не можем, Господь, служить Тебе, мы не можем, Господи, делать добро, Иисус, так как Ты этого хочешь. Наполни нас Духом Святым, Господи. Благослови это собрание. Боже, благослови ход этого служения, все проповеди, проповедующих благослови. Пусть имя Твое в этом собрании прославится, мы будем еще поклоняться, славить Тебя, наш святой, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.